В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Итоги международных интеллектуальных игр мы сегодня обсудим с гостем студии, министром образования и науки республики Владимиром Егоровым. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. Игры завершились. Вы, как организатор, как оцените их итоги и какие отзывы высказали участники и, в частности, почетные гости? Ну, я считаю, что у нас первые международные интеллектуальные игры получились. Те почетные гости, организаторы из федерального центра, все оценили, во-первых, масштаб игр у нас был очень значительный. Более 1000 всего было участников международных интеллектуальных игр. Это не считая еще где-то более 1000 учителей, педагогов, управленцев наших именно, да, приняло участие в сопутствующем мероприятии «Симпозиум». И кроме масштабности был оценен высоко и уровень организации нашего мероприятия. И, конечно же, все наши гости были восхищены и нашей культурой, и природой Якутии. А какие команды были наиболее сильными и кто оказался больше всего подготовлен к ним? Ну, здесь надо отметить, что у нас кроме 5 конкурсных направлений было еще и 5 внеконкурсных направлений, поэтому здесь, в которых не определялись сильнейшие, да? Но вот в 5 конкурсных мероприятиях у нас участвовала 151 школьная команда из 181 всего, да? Представителей 18 государств. При этом надо отметить, что вот из этих 151 39 вот по своим конкурсным направлениям были определены вот как попавшие в тройку лучших. И большой научный кубок определялся вот именно вот по этим 5 конкурсным направлениям. Большой кубок международных интеллектуальных игр завоевала команда научно-математической школы при Национальном университете Сингапура. И вот эта школа, она, значит, является вот такой одной из, ну, самой, наверное, сильнейшей школы и Сингапура, и как она показала, что здесь и сильнейшие школы вот наших международных интеллектуальных игр. Значит, и кроме того, хорошие результаты показали школьники из Румынии. Они победили во многих предметах по олимпиадам. Вот, и хорошо себя показали школьники из Казахстана. Но надо отметить, что и наши школьники также не подкачали. Команда физико-технического лицея, она, в общем-то, достойно выступила, заняла 4-е место в общем командном зачете. При этом хорошие результаты у них были и по научной конференции, и по, значит, в направлении, связанном с IT-хакатоном. Вот, IT-хакатон. Также вот я бы отметил, еще 6 наших команд получили ну, первые места вот в этих направлениях. А вы сами как организатор остались довольны выступлением наших ребят? Ну вот, конечно, всегда хочется, как говорится, лучше побед, да. Свершений. Но я бы отметил, например, что очень такой вот порадовала победа, скажем, очень престижной олимпиаде по математике, вот именно старшей лиги, да, там, где выступают сильнейшие школьники. Там победил наш школьник из специализированного учебно-научного центра при Северо-Восточном федеральном университете Максим Андреев. Он опередил сильнейших школьников, вот, в том числе вот из математической, научно-математической школы Сингапура, занял абсолютно 1-е место. Вот, поэтому на самом деле вот мы в целом довольны выступлением наших школьников, наших команд. Всего 19 школьных команд попало, вот, ну, завоевали, вот, можно сказать, такие вот призовые места в общекомандном зачете. А вот всего, конечно, нам надо еще посчитать, статистика вот сегодня должна вся поступить, мы должны посчитать, сколько у нас всего там медалей, призов и так далее, и так далее. Ну, примерно 45% мы награждали призами
поэтому их довольно много. А вы сказали о том, что были конкурсы, в которых определялся победитель, и в которых победителя не было. Там, Да. где победителя не было, не пошло ли это в ущерб конкурсам? Ведь, как правило, конкуренция, она толкает Значит, вперед ребят. здесь надо сказать следующее, да, что вот к нам приехали на самом деле довольно много вот специалистов именно по работе с одаренными детьми, да, по работе с развитием талантов и способностей детей, да, и вот как раз-таки обсуждения на симпозиуме показали, что на самом деле вот сейчас вот в современном мире, да, уже популярностью пользуются больше не олимпиадные направления конкурсные, да, и даже не исследовательские конкурсные, да, а направления, связанные с вот, выработкой таких командных навыков, да, навыков сотрудничества. То есть вот именно вот эти направления сейчас являются наиболее актуальными вот и с научной точки зрения, с практической точки зрения для развития детей, вот с тем, чтобы они развивались наиболее гармонично, как личности. И вот у нас два очень интересных направления вне конкурсных были. Да, это международная исследовательская школа, где такие международные команды работали над совместными проектами. Причем большинство проектов было связано вот именно с нашими, с местными проблемами. И поэтому нам было очень приятно вот послушать их результаты. И некоторые проекты, возможно, будут продолжаться. Вот. И второе направление это было Милсет, то, что организовала международная организация по работе с научной молодежью. Это Милсет. Здесь ребята показали те проекты, над которыми они работали дома. Тоже было очень интересно. Там определенные форматы, такие вот нюансы, которые мы можем перенять, например, для проведения нашего форума «Шаг в будущее». А можете привести пример каких-нибудь конкретных примеров вот этих вот проектов? Мы, допустим, передавали, что были очень незабываемые игры роботов, и нам, как редакции, очень сильно понравилось. Может быть, у вас тоже какие-нибудь... Да, вот на самом деле, конечно, вот современные направления, они были интересны. Вот, и IT-хакатон, игры роботов, тут можно поблагодарить вот наших организаторов, которые это проводили, и 3D-моделирование. Вот. Но вот, скажем, вот, наверное, самая такая была сильнейшая именно вот с точки зрения проектов, это конференция, да, International Science Fair, где были представлены проекты по 7 направлениям. И вот проект «Победитель», который завоевал Гран-при, вы знаете, что наша компания Майтона как генеральный спонсор предоставила приз $5000. Значит, казахский школьник 15-летний из города Актюбинска, он представил такой прототип перчатки, которая помогает произносить звуки, значит, неслышащим людям, да. То есть вот он работал на волонтерской основе у себя в городе, вот в школе с такими детьми, и, соответственно, вот его прототип, он отличается, вообще его вот разработка отличается такой очень такой практичностью и дешевизной. То есть если его запатентовать, немножко довести до такого вот, совершенствования, то действительно это может стать серьезным прорывом вот в этой области. Вот в продолжение как раз этой темы, многие почетные гости игр у себя на родине активно вот как раз занимаются продвижением и поддержкой вот таких одаренных детей. Вы наверняка познакомились с их системой, и что можно и нужно, на ваш взгляд, вот, да, конечно, вот у нас действительно были представители таких организаций, как и Милсет, представители организации Канады, которые работают с детьми в этой области, да, Греции, Италии, значит, Чехии, Венгрии, да, и действительно, значит, вот, как я уже сказал, да, больше такая ориентация сейчас в мире идет на развитие не соревновательных, да, а таких вот методов, скажем, да, форм, связанных с таким сотрудничеством, да, вот именно это, вот я считаю, такое центральная такая вещь, то понимание, которое мы вот в Якутии должны у себя приобрести, в Якутии и в России, да, что подтвердил, скажем, представитель из Министерства образования, Министерства просвещения Российской Федерации, который здесь к нам приезжал, он тоже вот отметил, что вот олимпиадное движение конкурентное, оно часто вот, носит такие негативные какие-то вот последствия для психики детей, скажем, да, ну и даже для последующего вот, скажем, развития. То есть, в конкуренции это уже как бы такой немножко, есть там и победившие, и проигравшие, вот, а вот когда создаются именно команды,
или ребята просто вот работают по интересам, показывают для интереса. Это уже больше похоже на взрослую науку, на то, что вот сейчас в мире уже как бы делается, да. Мгм. Помимо самих участников на международных интеллектуальных играх активное участие принимали волонтеры. Как вы можете оценить их работу? Ну вот, конечно, вот наши волонтеры вообще очень молодцы. И волонтеры, те, которые являлись атташе, работали с нашими представителями, с нашими гостями. Значит, мы очень довольны их работой, все было четко. И они отлично владеют английским языком, что отметили многие наши гости. И, конечно, и даже у нас были волонтеры, которые готовились вот, значит, к другим международным, ну, приезжие волонтеры с Татарстана, скажем, да, которые готовились к другим международным мероприятиям, именно на нашем мероприятии. Так что я считаю, вот эта часть у нас прошла на высоком уровне. Владимир Анатольевич, организация подобных действительно масштабных мероприятий, несомненно, это неоценимый опыт как для организаторов, так и для самих участников. Что нужно совершенствовать или менять, и каковы в целом перспективы будущего международных Ну интеллектуальных вот, игр? если говорить о перспективах международных интеллектуальных игр, вот все эксперты, которые у нас были, они были, вообще говоря, довольны и говорят о том, что ну, это вот такое большое мероприятие, как вот, ну, фактически аналог Олимпиады, скажем, да, вот, скажем, спортивной, да, оно очень так ну, насыщенное, разнообразное и может, в принципе, проводиться, допустим, ну, раз в 4 года, возможно, проведение, да. А вот Якутский International Science Fair, вот это вот отметили очень многие, да, что хотелось бы проводить, допустим, раз в год, и вот это было бы таким значимым событием для объединения именно европейских и азиатских вот наших стран в этой области, да. То есть вот эта ниша, она сейчас как бы не сильно занята, есть азиатские, есть европейские. Вот, а вот нам предлагается вот стать тем самым мостиком, видя, что вот как мы можем это организовывать, да. Вот. И что касается вот самой организации, да, нашей, конечно, здесь я вижу вот и такие некие моменты для совершенствования, связанные, во-первых, ну, у нас оказалось очень жарко, например, да, мы не совсем оказались подготовлены к этому, у нас нет такой культуры, скажем, кондиционирования, скажем, да, наших помещений. Вот, наши транспортные средства. Ну, в общем, на самом деле, конечно, мы сейчас все предстоит анализ сделать всех этих игр, и мы думаем, что все наши следующие мероприятия будут на таком высоком уровне, что мы и сами останемся довольны, не только наши гости. Владимир Анатольевич, спасибо за беседу. А я напомню, что в гостях нашей студии был Владимир Егоров, министр образования и науки республики. Сегодня мы обсудили и подвели итоги международных интеллектуальных игр. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на нашем канале.